Здравствуйте, мальчишки и девчонки. Ну что ж, снова 2 недели пролетели незаметно, и вновь в эфире информационная служба детских новостей. Никита, а ты любишь кино? Да, очень люблю, мой самый любимый фильм «Титаник». А что? Просто наши корреспонденты Азалия Султангулова и Денислам Ямантаев побывали на мастер-классы Уфимской школы кино «Мидпойнт» и готовы рассказать, чему они там научились. Смотрим! В Доме молодежи киношколы «Мидпойнт» из города Уфа совместно с телекомпанией СТВ проводит открытый мастер-класс по сценарному и монтажному делу. А также молодежный центр Союза кинематографистов Башкортостана презентует несколько собственных киноработ. Мастер-класс провела основатель киношколы «Мидпойнт» Гульфия Шарипова. Гульфия приехала из Уфы специально, чтобы поделиться с сибайцами своим опытом и приобщить наших горожан к миру кино. Мне очень хотелось принести кино в ваш город. Мне очень хотелось посмотреть, есть ли люди, которым интересно снимать кино, смотреть кино и в какой-то степени, да, ну, то есть мне очень хотелось познакомиться вообще с вашим городом, с вашими людьми, с вашей публикой, и хочу сказать, я прям осталась довольна, потому что, с одной стороны, это очень гостеприимный город, а с другой стороны, с тем интересом, которым вы слушали то, что я рассказывала, и те планы, которые мы построили на будущий год, они, конечно, очень обнадеживают, что в Сибае кино все-таки, пускай оно только зарождается, но тем не менее у него есть точно будущее, есть люди, которым это интересно, есть люди, которые бы хотели этим заниматься. На этом мероприятии молодежный центр Союза кинематографистов Республики Башкортостан презентовал несколько собственных киноработ, которые являются победителями кинофестивалей, в том числе и «Кинотавра». Также Гульфия Шарипова рассказала, как правильно пишутся сценарии на примере фильма «Брат». А еще пришедшие на мастер-класс слушатели освоили сценарное мастерство и искусство монтажа. Мы на этом мастер-классе очень много получили опыта. Нам показали примеры, как снимать кино. Есть очень много жанров этого кино, их очень много вообще в мире. Я думаю, что кино и телевидение связаны тем, что в кино съемки идут так же, как и когда в телевидении. Мастер-класс тебе понравился? Да, понравился. Там очень хорошо рассказали, как делается монтаж, показали фильм, который снят на реальных событиях. Ну, в общем, он мне понравился. Такие мастер-классы полезны для начинающих талантов в сфере киноиндустрии. Возможно, благодаря им и в нашем городе загорится большая кинозвезда. Школа телевидения Media Kids Специально для детского времени телекомпания СТВ. Спасибо, Азиля и Денислам, очень познавательный сюжет. Никита, совсем скоро наступит чудесный праздник, Новый год. Я хочу у тебя кое-что узнать. Веришь ли ты в Деда Мороза? Конечно, верю и знаю, кто мой личный Дед Мороз. Это очень круто, у меня он тоже есть. А вот наши юные корреспонденты Азиля Заматова и Азиля Аминева разузнали у самых маленьких школьников нашего города, каких подарков они ждут от Дедушки Мороза. Интересно, давайте смотреть. Новый год уже совсем близко. Какие подарки попросили ребята у Деда Мороза, мы узнаем прямо сейчас. Веришь ли ты в Деда Мороза? Да, потому что он ночью ездит на оленях и приносит подарки. Написал ли ты письмо Деду Морозу? Да, я один сел и написал Деду Морозу письмо. Какой ты подарок попросил у Деда Мороза? Я попросил маленькое лего. Какой ты подарок попросила у Деда Мороза? Я попросила лего. Веришь ли ты в Деда Мороза и в Снегурочку? Верю, потому что, по-моему, они самые лучшие волшебники. Ты написала письмо им? Да, написала. Какой ты подарок попросила у Деда Мороза и у Снегурочки? Я попросила кубик Рубик и блокнот. Веришь ты в Деда Мороза и Снегурочку? Да, верю. Потому что они приносят повсюду подарки там. Ты написала уже Деда Мороза письмо? Ну, еще нет. Хочу на Новый год написать уже. А ты что попросишь у Деда Мороза? Ну, гоночную супермашинку. Веришь ты в Деда Мороза и Снегурочку? Да, я верю, потому что он крутой. Ты какой подарок у Деда Мороза спросила? Лего. А ты написал лучше письмо Дедушке Морозу? И что ты у него спросишь?
пока ему письмо не отправлял. Я загадаю на следующий Новый год мертв и машинку с пультом. Почему Дед Мороза ты любишь? Потому что он классный, приносит подарки всегда ночью. Что ты спросил Дед Мороза в том году? Человека-паука. А что в этом году будешь спрашивать? Машинку. Ты веришь ли в Дед Мороза и Снегурочку? Да, я верю, А почему? потому что они классные. Какие подарки тебе Дед Мороз приносил в прошлом году? Мне приносил в прошлом году кулечек. А что ты попросишь в этом году? Я попрошу Лего. Что ты в прошлом году попросила у Деда Мороза? Попросила пластилин Плей-До. А что в этом году попросишь? Попрошу я Фёрби. Аминова Айзеля, я Заматова Айзеля. Специально для детского времени телекомпания СТВ. Молодцы, ребята, надеемся, что добрый Дедушка Мороз исполнит все ваши желания. Да, слушай, Никита, ты знаешь то, что 10 декабря весь футбольный мир праздновал Международный день футбола? Да, знаю, наши спортивные корреспонденты Егор Хренов и Владимир Доченков встретились с юными футболистами нашего города и сейчас нам все подробно расскажут. 10 октября игроки футбола и их фанаты отметили Всемирный день футбола. Почему эту игру любят во всем мире, мы отправились узнать у юных игроков. Почему ты выбрал именно эту игру? Потому что мне нравится вести мяч, и я слишком быстро бегаю. Кто твой любимый футболист? Мой любимый футболист Лионель Месси. Почему? Потому что он показывает хорошую игру и дает много голевых пасов. Знал ли ты, что 10 декабря был Всемирный день футбола? Чего бы ты хотел пожелать своим напарникам? Я пожелал бы своим напарникам здоровья и победы. За что ты любишь футбол? Он мне нравится, потому что здесь круглые мячи. Кто твой кумир в футболе? Месси. Мечтаешь ли ты стать всемирно известным футболистом? Да. Почему? Потому что футболисты много зарабатывают, и я так прославлюсь. 10 декабря день футбола. Что ты пожелаешь своим партнерам? Чтобы они лучше играли в футболе, голы много забивали, учились давать пасы, Почему ты выбрал футбол? потому что я его люблю. Почему ты его любишь? Там классно играют, там классно забивают. Какой твой любимый кумир? Мой любимый кумир Месси, потому что он классно играет, он много голов забивает. 10 декабря Всемирный день футбола. Что бы ты пожелал своим партнерам? Пожелал бы удачи. Хотела ли бы ты стать всероссийским известным футболистом? Да. Почему? Я хотел бы повторить историю, как футболиста Неймара. А какой твой любимый игрок? Неймар. А почему? Потому что у него безумная техника, ловко обращается с мячом. Какая твоя любимая команда? Моя любимая команда Париж Сен-Жермен. Это самая крутая команда, которую я знаю за всю историю. Почему ты именно выбрал секцию футбола, а не там волейбол, баскетбол? Потому что футбол полезен для техники игры, обращения с мячом. И суставы потом не будут болеть. 10 декабря был Всемирный день футбола. Хотел бы ты пожелать своим партнерам чего-нибудь? Я им желаю, чтобы они там хорошо играли, выиграли и давали результативные передачи. Какая твоя любимая команда? Реал Мадрид. А почему? Там мой любимый игрок играет. А как зовут твоего любимого игрока? Криштиану Роналду.
Почему ты выбрал именно эту секцию, а не там, допустим, не волейбол, не баскетбол? Потому что родители тоже играют в футбол, и мне понравилось. Что в твоей жизни для тебя футбол значит? Для меня футбол значит игры, спорт, разминка. Мечтаешь ли ты стать всероссийским прославленным футболистом? Да, Почему? потому что я живу в России и хочу играть за «Спартак». Ты знаешь, что 10 декабря будет Всемирный день футбола? Что пожелаешь своим партнерам? Победа и счастье. За что ты любишь футбол? Потому что можно найти новых друзей. Кто тебе посоветовал пойти в футбол? Мне никто не посоветовал, я сам решил пойти на футбол. Кто твой любимый кумир? Криштиану Роналду. Почему? Потому что он хорошо играет, у него хорошие пасы, технично играет, хорошо забивает голы. Мечтаешь ли ты стать всемирно известным футболистом? Я, да, мечтаю. Почему? Тебя знают фанаты, можно бегать по большому полю. Владимир Доченков, Егор Хренов, Любовь Карпова. Специально для детского времени телекомпания СТВ. Ну что ж, вот такими событиями были наполнены прошедшие дни, а наше эфирное время подошло к концу. Спасибо огромное нашим юным корреспондентам и всем, кто готовил эту передачу. Ну а если вам есть что рассказать, то пишите в группу ВКонтакте, которая так и называется «Новостная программа «Детское время». А с вами были, как всегда, ведущие новостей Никита Полосков И Милана Семерякова. Всем пока!